Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, целью участия в продолжении торжеств в честь международного праздника Навруз, ознакомления с ходом работ по созиданию и благоустройству, открытия ряда новых объектов, прибыл в Сагдийскую область. Президента Республики Таджикистан, руководство Сагдийской области, группа молодежи встретили с неподдельной искренностью и приподнятым настроением. Целью рабочей поездки лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в Сагдийскую область является ознакомление с ходом работ по созиданию и благоустройству, ускорению полевых работ, участие в церемониях открытия объектов различного назначения, закладка камней, фундаменты других сооружений, встреча с жителями и активистами городов и районов Сагдийской области. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Бустоне, Сагдийской области, вначале дал старт деятельности инновационно-производственного предприятия по выпуску полиэтилена общества с ограниченной ответственностью «Сугт-Политекс» и ознакомился с процессом работ. Строительство предприятия начато в 2017 году в рамках непосредственных указаний и поручений президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, в сфере развития отрасли промышленности. Предприятие построено за 2 года затратой более 12 миллионов сомани на высоком качественном уровне и оснащено самым современным оборудованием, в том числе станками. Было отмечено, что на предприятии налажен выпуск 207 видов полиэтиленовых пакетов. В месяц здесь обрабатывается 20 тонн безотходного сырья. Сырье для производства полиэтиленовых пакетов на предприятии компании «Сугт-Политекс» завозится из Российской Федерации, Казахстана и Узбекистана. Производственная мощность инновационно-производственного предприятия по выпуску полиэтилена «Сугт-Политекс» в сутки составляет 100 тысяч полиэтиленовых пакетов, а в месяц 3 миллиона. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, во время осмотра предприятия и беседы с работниками, большинство из которых составляет женщины, дал высокую оценку инициативе предпринимателей Мирзу-Азизу Усмонову и Шодимуроду Саидову и подчеркнул необходимость увеличения производственной мощности и отмены импорта полиэтиленовых пакетов из-за рубежа. Инновационно-производственное предприятие «Сугт-Политекс» возведено в рамках стратегической цели ускоренной индустриализации страны на площади 4119 квадратных метров, где 100 человек обеспечены постоянными рабочими местами и достойной заработной платой. Оборудование предприятия завезено из Китайской Народной Республики и Тайваня. В цехах в основном установлены экструдерные, режущие и печатные станки. Процесс производства полностью компьютеризирован. Полиэтиленовые пакеты, производимые на инновационно-производственном предприятии по выпуску полиэтилена «Сугт-Политекс» в национальном стиле и с особым дизайном, в основном используются на внутреннем рынке, в частности в магазинах при покупке подарков. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе беседы дал конкретные поручения ответственным лицам Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, руководству производственного предприятия в Бустоне по налаживанию экспорта полиэтиленовой продукции в зарубежные страны. Руководству предприятия было поручено в рамках ускоренной индустриализации страны в последующие годы построить в свободной экономической зоне Сугт производственное предприятие по выпуску полиэтиленовых пакетов с национальным орнаментом, которые в основном предназначены в европейские страны. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, после полного ознакомления с процессом производства на инновационно-производственном предприятии по выпуску полиэтилена «Сугт-Политекс» еще раз подчеркнул необходимость выпуска высококачественной, конкурентоспособной продукции, направленной на экспорт. Напомним, что в городе Бустон в настоящее время функционирует около 30 производственных предприятий. В 2018 году объем промышленной продукции достиг свыше 240 миллионов сомани. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Бустон, Сагдийской области, в торжественной обстановке сдал в эксплуатацию здание частного детского дошкольного учреждения Гули Наврузи, которое было отремонтировано и обновлено предпринимателями. Возведение детского сада в дни празднования Международного Навруза считается самым лучшим подарком лидера нации жителям и детям города.
Главу государства проинформировали, что здание детского сада состоит из 2 этажей и предназначено для 240 детей. Теперь в этом новом современном здании, в котором есть все современные условия, дети жителей города будут обучаться в 7 группах. Детский сад имеет пункт медицинского обслуживания, музыкальный зал, кухню. Процесс обучения ведется на 2 языках – таджикском и русском. Мы очень рады, что в нашем городе построили еще один новый замечательный детский сад. Наш президент заботится о нас, ведь мы будущее Таджикистана. Мы, жители города Бустона, очень рады, что в нашем городе открыли такой замечательный детский сад. Конечно же, дети ждали этого дня. Можно сказать, сбылась мечта детей. И все это делается по инициативе лидера нации. И мы выражаем очень большую благодарность лидеру нации, что в последние годы открываются новые школы, детские сады. Посмотрите, как уютно, просторно, как светло. Дети вошли сегодня в группы, они очень рады, и мы рады. Общая площадь детского сада составляет 1434 квадратных метра и обновлена в кратчайшие сроки. Площадь сада составляет 0,3 гектара. На участке посажено более 10 тысяч сезонных цветов, которые имеют уникальный внешний вид. Следует отметить, что в ходе ремонта и обновления здания к работе были привлечены местные жители. В ходе ознакомления с классами детского сада лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил инициативы и своевременные действия предпринимателей и призвал воспитателей воспользоваться такими благоприятными условиями и внести достойный вклад в воспитание детей в духе патриотизма. В настоящее время Гули Наврузи является единственным образовательным учреждением в городе, которое было создано предпринимателями в рамках подготовки к национальному празднику 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан. В центре города Бусон Сагдийской области с участием основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сдан в эксплуатацию новый обслуживающий центр «Бахор». Строительные работы начались в сентябре 2017 года. Объект возвели местные предприниматели Мадина Самандарова и Икром Садыков. Первый этаж сервисного центра предназначен для салонов красоты и торгового центра, второй для ресторанов, третий для гостиницы. Гостиница сервисного центра способна принять одновременно 36 гостей в 18 номерах. После ввода в эксплуатацию сервисного центра в Бустоне 30 человек обеспечены постоянной работой. Здание состоит из 3 этажей. Его общая площадь составляет 623,8 квадратных метров. Общая стоимость строительных работ составляет более 4 миллионов самани. Здание построено с учетом требований архитектуры и градостроительства. В тот же день здесь был разослан праздничный дастархан. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, вручил 50 круглым сиротам праздничные подарки. В подарки входили одежда, сладости и денежные средства. Протянуть руку помощи нуждающимся считается одним из лучших человеческих качеств. Такие благотворительные мероприятия проводятся в праздничные дни. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе искренней беседы поздравил подростков с праздником Навруз, напутствовал их на изучение наук и ремесел, иностранных языков и служение в интересах государства. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал важным поддержку подростков, которые волей судьбы оказались сиротами, а также нуждающихся семей в социальной политике правительства Республики Таджикистан. Подобное стимулирование, которое принесло радость счастливым подросткам в дни празднования Навруза, будет продолжено и в дальнейшем. 30 марта в городе Худжан основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, открыл здание Дворца молодежи, которое было реконструировано и обновлено в национальном стиле. Здание Дворца молодежи состоит из 3 этажей и подвальных помещений, имеет 700 посадочных мест. В ходе ознакомления с условиями строительства президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон дал высокую оценку качеству ремонта и реконструкции, а также напутствовал молодежь и ответственных лиц на плодотворную деятельность. Как было сообщено, ремонт и реконструкция этих объектов начались в июне 2018 года и завершились в марте 2019 года с привлечением местных строителей при поддержке правительства страны с высоким качеством и в соответствии с национальными и международными стандартами.
Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил молодежь с открытием реконструированного здания в дни международного Навруза и достойной встречи великого национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Глава государства в целях почитания личности и увековечивания памяти современного таджикского поэта Лоика Шерали назвал этот дворец в его честь. Здание Дворца молодежи в городе Худжанд расположено на площади 0,85 гектаров. Его общая площадь составляет 2273 квадратных метра. Современное здание имеет рабочие кабинеты и кабинеты для обслуживания. В подвальном помещении дворца расположены компьютерные классы, а также классы лингвистики, шитья, кружок исполнителей карная, танцевальная группа фольклорно-этнографического профиля. На втором этаже расположены кружок изобретателей, архитекторов по изучению инновационных технологий, а также большой выставочный зал на 700 мест. На третьем этаже кружки живописцев. Современное здание Дворца молодежи в Худжанде оснащено противопожарной сигнализацией. После ознакомления со всеми условиями Дворца молодежи глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил всех с началом деятельности молодежного центра, выразил благодарность и пожелал подрастающей смене успехов. Призвал славную молодежь использовать современные условия для обучения и деятельности в духе самосознания и патриотизма, чтобы вносить вклад в дело процветания нашей любимой Родины. После выступления лидера нации молодежь представила культурную программу, олицетворяющую единство и независимость, в которой выражено чувство благодарности государству и правительству страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в Сагдийскую область в городе Худжанд вручил праздничные подарки 100 круглым сиротам, которые являются учащимися и студентами средних и высших учебных заведений города Худжанд. В начале лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил этих представителей слоев общества, которые волей судьбы лишены семейной любви и привязанности с наступлением международного Навруза и напутствовал их на отличную учебу, нравственное и примерное поведение. Следует отметить, что в праздничные подарки лидера нации входила сезонная одежда, в частности костюмы, носки и обувь, рубашки, различные сладости к празднику Навруз. Также в этот день на радость сиротам был разослан праздничный дастархан. Каждому из сирот лидер нации вручил денежные средства. Согласно статистическим данным, на сегодня в Сагдийской области зарегистрировано 467 круглых сирот, которые окружены заботой высшего руководства страны. Для них созданы все необходимые условия для обучения и изучения наук. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что протягивать руку помощи нуждающимся и малоимущим семьям является одной из прекрасных черт человечества. К счастью, эта благотворительная деятельность вошла в традицию в Таджикистане, особенно в дни государственных и национальных праздников. Приверженность предпринимательских кругов и людей щедрой души гуманитарной политики главы государства позволила повысить качество и уровень жизни нуждающихся слоев населения страны. В этот же день глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подарил 10 малоимущим семьям города Худжанд жилые квартиры, которые состоят из 2 и 3 комнат. В них созданы все необходимые условия для проживания. Ценный подарок лидера нации для большинства семей стал полной неожиданностью, и они назвали этот шаг лидера нации благородным и гуманистическим. Государство и правительство Республики Таджикистан проявляют неустанную заботу в отношении этих слоев общества. В частности, наряду с устранением социальных проблем уязвимых слоев населения, члены семей привлекаются к изучению наук и ремесел. Сироты и лица, оставшиеся без попечительства, выразили благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за постоянную поддержку и отметили, что будут учиться на отлично и вносить вклад в развитие общества. 30 марта основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе рабочей поездки по Сагдийской области посетил государственное учреждение Национальный парк Вагдад в Бауджон-Гафуровском районе и после ознакомления с достижениями работников возвел новый виноградник и суперинтенсивный сад деревьев, черешни и персика. В новом винограднике, который возведен на площади 5 гектаров, был посажен виноград сортов Шохуна, Хусайни, черный и белый, черный кишмиш и победа. По данным работников сада, здесь широко изучается богатый опыт и используются саженцы известных садоводов города Турсунзаде.
Согласно плану, в Бабуджон-Гафуровском районе должен быть возведен виноградник на площади 30 гектаров, но уже сегодня его площадь расширена до 47 гектаров. Общая площадь национального парка Вагдат составляет 631 гектар. В том числе здесь на 364 гектарах посажены абрикосы, на 48 гектарах персики, на 35 яблони, на 5 черешни, на 12 гектарах сливы и на 10 гектарах виноград. Теперь здесь при напутствии главы государства широко осуществляется возведение виноградника, и его урожай направлен на экспорт. Также на территории национального парка Вагдат президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, положил начало возведению нового суперинтенсивного сада. На площади 1,3 гектара были посажены деревья черешни и на 1,3 гектара деревья персика. В целом в новом суперинтенсивном саду было посажено 6000 деревьев. Все деревья были завезены в республику из Польши и Канады. По мнению специалистов, возведение суперинтенсивных садов существенно отличается от интенсивных садов. Этот метод является основным фактором реализации государственной программы садоводства и обеспечения продовольственной безопасности страны. Ранее на территории сада лидером нации были возведены теплицы для выращивания помидоров и огурцов, хранилище вместимостью до 300 тонн продукции, 3 водоема для разведения рыб и другие важные объекты. В учреждение привлечены 80 человек на постоянной основе и 60 человек на сезонные работы. После возведения нового виноградника в государственном учреждении Национальный парк Вагдат президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал работникам полезные рекомендации по эффективному использованию благоприятных возможностей.